Из книги Абдурахмана Авторханова «Народоубийство в СССР. Убийство чечено-ингушского народа. Мюнхен. Свободный Кавказ. 1952 год». Глава 2. Русская революция 1917 года и восстановление северокавказской независимости. Пользуясь правами, обнародованными русской революцией 1917 года, в мае того же года на Первом Северокавказском конгрессе был образован ЦК Союза Объединенных Горцев Северного Кавказа и Дагестана как Временное правительство Северокавказского свободного государства. В сентябре того же года на Втором конгрессе была утверждена и Временная конституция Северокавказского государства. Когда же большевики захватили власть в центре, Северный Кавказ объявил о своей полной независимости и выхода из Российской Федерации. 11 мая 1918 года. 8 июня 1918 года Северокавказская республика заключила дружественный союз с Турцией, которой она была признана так же, как и правительствами центральных держав. Ее виднейшими деятелями были президент Тапа Чермоев, председатель парламента Васан Гиреич Джабаги, министр иностранных дел Гайдар Бамат, министры Шемахо Коцев, Абдул-Рашид Котханов, Ахмед Цаликов, Алихан Кантемир, Айтек Наметок и другие. Первый удар Северокавказской республики нанесли не большевики, а Деникин. Как известно, русско-белое движение, добровольческая армия, началась с казачьих областей Северного Кавказа, как военно-политическое движение, направленное против большевиков. Оно пользовалось симпатией у некоторых горцев, но когда выявилось его антинациональное лицо, началось разочарование. Под лозунгом «За единую неделимую Россию» Деникин решил второй раз покорить Кавказ. Желание горцев устраивать свою государственную жизнь по собственному усмотрению Деникин истолковал как национальный большевизм, искоренить который он считал своей священной задачей. Отсюда политика сожжения аулов и истребления непокорных горцев. После серьезного сопротивления в Кабарде и в Северной Осетии Деникин вступил на чечено-ингушскую территорию, но здесь он встретил такой отпор, какого не ожидал ни один из его генералов. Чтобы сломить сопротивление чеченцев и ингушей, Деникин дотла сжег десятки крупнейших центров Чечено-Ингушетии: Икажево, Далаково, Алхан-Юрт, Чечен-Аул, Устар-Гордой, Гудермес, Герзель-Аул, Старый Юрт и другие. Это лишь вызвало чувство всеобщей мести в чечено-ингушском народе и сплотило его воедино в своей борьбе. Поэтому Деникин вынужден был вместо сосредоточения своих сил на войне с большевиками в его походе на Москву стягивать отборные части своей армии на войну против горцев. Не менее 1/3 своей основной силы Деникин должен был, как он признавал потом и сам, держать здесь, для того, чтобы потушить бурлящий вулкан, как говорил Деникин о Чечено-Ингушетии того времени в своих очерках «Великой смуты». Независимая республика Северного Кавказа пала, и Деникин стал далеко не уверенным хозяином ее бывшей территории, но не народов. Уже в сентябре 1919 года, после июньского вооруженного восстания в Дагестане и августовского восстания в Чечено-Ингушетии, шейх Узун-Хаджи освободил всю горную часть Дагестана, Чечни, Осетии и Кабарды от деникинских сил и провозгласил вновь независимость Северного Кавказа под именем Северокавказское эмирство. В феврале 1920 года Деникин вынужден был отступить с территории Северокавказского эмирства, или бывшей республики Северного Кавказа. На Северный Кавказ пришла Вторая Красная Армия как освободительница горцев от Деникина. Большевики, уже ранее признававшие правительство Узун-Хаджи де-факто, будучи в идеологии консервативно-клерикальными и значит куда правее правительства Чермоева, эмирство все-таки держалось тактики единого фронта с большевиками против Деникина. Левее самого Узун-Хаджи был его премьер-министр Аналук Арсанукаев-Дышнинский, за что и был убит большевиками прямо на улице города Грозного в 1921 году. «Бандиты убили», объявили в местной газете. И оказавшие ему материальную помощь в борьбе с Деникиным и даже державшие в составе войск Северокавказского эмирства так называемую Пятую Красную Армию под руководством Николая Гекала. Ликвидировали Северокавказское эмирство, предложив самому Узун-Хаджи почетный пост муфтия горцев Северного Кавказа. Но через 3 месяца Узун-Хаджи умер, своевременно избавив большевиков от неприятного союзника.
Однако уже в августе 1920 года вспыхнуло всеобщее вооруженное восстание в горах Чечено-Ингушетии и Дагестана под руководством внука имама Шамиля Саидбека против советской власти. Восстание продолжалось ровно год до сентября 1921 года и было подавлено после переброски туда крупных регулярных частей Красной Армии.